предложение есть. И оно, я думаю, будет приемлемо для многих. Вот смотрите, при построении созидательного общества все равно будет 3-5 лет, ну какой-то промежуток времени, пока будут существовать деньги. Так называемый переходной период. Но никуда мы не денемся, несмотря на все технологии, несмотря на все возможности, которые откроются. Ну, первый год он вообще немножко нестабильный будет, надо честно признавать. Ну, прежде чем переходить, надо и просчитать правильно, и выверить, но все равно первый год не очень. Ну и многое сделать нужно будет не до того, как говорится. А потом нужно будет опять-таки внедрять новые разработки, новые технологии. Ну, я думаю, лет 5 минимум, в 3 мы не вложимся. Это пока будут существовать деньги. Потом они станут бессмысленны и не нужны. Но 5 лет — это 5 лет жизни. С той же экономикой, да, плановой, не рыночной, но все равно экономика. Все равно нужны будут деньги, нужно будет что-то покупать, обменивать что-то на что-то. У меня предложение, друзья. А давайте мы сделаем так, чтобы каждый волонтер, каждый активный волонтер созидательного общества, те, кто сейчас выполняют самый трудный и самый тяжелый этап — это информирование всех людей, чтобы они в действительности получили премию от созидательного общества. Ну вот, к примеру, исходя из сегодняшних цен, сегодняшней стоимости, если, конечно, что-то изменится, мы и цифру изменим. Но я предложение даю такое. Те, кто, к примеру, на сегодняшний день волонтеры информируют единиц, ну это те люди, которые, допустим, на машину наклеили «Я поддерживаю созидательное общество», он везде разговаривает с коллегами, с друзьями, с знакомыми, но он работает с единицами людей. Вот такие активные активисты, они должны будут получить премию, ну, скажем, равную той же премии мира, которую получают абсолютно немирные люди на сегодняшний день. $1 000 000. А почему нет? Те люди, которые, скажем так, оповещают десятки людей, ну, это могут быть владельцы там кафе, там блогеры, еще кто-то, да, то есть те, которые ездят, рассказывают, разговаривают. Ну, кто не стесняется, может разговаривать в автобусах, еще где-то массово, доносит до десятков людей. Те получают 2 миллиона. Те, кто оповещает сотни людей, те получат 3 миллиона. Те, кто имеют возможность общаться с людьми и оповещают тысячи людей, 4 миллиона. Ну, а те, кто способны будут оповещать миллионы людей, те же блогеры, люди, выходящие на огромные площадки, участвующие там в конференциях, которые продумывают, ну, скажем, певцы какие-то, которые создают концерты, которые смотрят миллионы людей, да, те получат 5 миллионов. А почему нет? Ведь эти деньги, которые они получат, это те средства, которые все равно пойдут в экономику. Конечно. Это, ну, любой макроэкономист скажет, это огромное вливание средств, которые дадут оборот. И тем более деньги все равно наши. Проблем нет. Но эти люди, они этого заслуживают. Они сейчас уже инвестируют эти деньги в построение созидательного Начнем общества. с Я того, уверена, что масса людей на сегодняшний Да. день, наших волонтеров, тратят и выходные, отпуска, свои собственные средства на развитие созидательного общества, потому что понимают, что наилучшая инвестиция в свое будущее — это инвестиция в созидательное общество. Это так. Это действительно так, друзья. Это наилучшая инвестиция. Вот откладывая деньги в будущее своих детей, да, можно и нужно, но без созидательного общества, вы сами понимаете. Поэтому важный и нужный момент здесь — это понимание людьми важности. Но с другой стороны, это будет и стимуляция тем, Да. кто хотя бы ради денег начнет оповещать людей в помощь нашим волонтерам. Знаешь, если вот некоторые люди, ну, скажем так, не понимают, почему люди бесплатно что-то делают, ну пусть поработают хотя бы за деньги. Так же? А там, глядишь, тянутся и поймут. Но это не означает, что будем платить сейчас. При построении созидательного общества сразу же все должны получить эти средства.
Но я, ты знаешь, я бы даже пошел дальше и больше, потому что тут же ж возникает вопрос: а как же те спонсоры, да? Да, да, ведь много Ведь людей, которые есть просто… люди, которые поддерживают волонтеров финансово. Они сами не могут участвовать в силу определенных причин. Ну, кто-то в бизнесе, кто-то в политике, кто-то еще где-то, но не спонсируют, они поддерживают людей, поддерживают тех же волонтеров. А волонтеры, используя эти средства, чего-то добиваются. Давай ведем тоже градацию такую. Вот поддерживают, мало ли, малый бизнес, он может поддерживать, ну, бабушку, которая пришла, вот сидит, просто сидит у дома, вышла подышать воздухом. Но эта бабушка может заработать 1 000 000 для внука. Почему? Оповещая всех и все. Правильно? Одел Оповещая маечку, я единицы даже. поддерживаю Да, созидательное да, общество. да. Ну чё нет? Тех же единиц. Но эта же бабушка может ознакомить кого-то с созидательным обществом, того человека, который потом сможет донести эту информацию до миллионов людей, поняв суть и важность этого. Поэтому эта бабушка, она тоже важна. Она может рассказывать на рынке, там еще где-то, где общается, в магазинах, в больницах, единицам, но очень многим людям. Правильно? Глядишь, так за год и 1 миллион долларов заработает. А почему бы и Да, нет? да. Ну, при построении Насколько созидательного. важны шаги даже тех, кто вот так единично, казалось бы, доносит информацию, ты понимаешь? Да, ну сейчас, знаешь, сейчас все способы хороши, и все важно. И наглядная агитация, она очень важна. Если бы вот представь, вот масса машин, если бы вот, ну, все, кто поддерживает созидательное общество, перестали стесняться, бояться, наклеили бы на машины свои знак «Я поддерживаю созидательное общество». Те же, ну, мелкий бизнес, крупный бизнес, неважно, писали бы на своих чеках, да, в магазинах: мы поддерживаем созидательное общество. Ну, неважно, На там упаковке. производитель, на упаковке, на документах, Или там которыми обмениваются. бирочку какую-то. Конечно, все больше и больше с бы людей информацией. ознакомливались с созидательным обществом. Наглядная агитация, банально, те же шапочки с надписью «Созидательное общество», маечки, все что угодно. Да ради Бога, те же трусики и лифчики, носки, бирочку приклеить, если ты их производишь. Мы поддерживаем созидательное общество. Человек по-любому уже ознакомится. И чем чаще и больше он будет видеть, тем быстрее до него дойдет, что нужно поддерживать созидательное общество. Я бы даже сказал, ну, простой пример, слегка смешной. Надпись на туалетной бумаге. Вот я бы, знаете, что написал на туалетной бумаге? Все равно человеку делать нечего, он сидит и читает. Если ты не поддерживаешь созидательное общество, не пользуйся этой бумагой. Не заслужи. Смешно, но эффективно. Правильно? Здорово. Да, Игорь Михайлович, просто это вот действительно простимулирует некоторых людей выходить из тени, Конечно. хотя бы набраться смелости и начать говорить. Ты знаешь, чем дальше, тем больше будет людей, которые начнут выходить из тени. И больше людей будут говорить открыто и смело. Да, у нас сейчас тяжелое время, друзья. Нас не поддерживают средства массовой информации, только льют грязь на нас. Ну, это время такое, потому что многие не понимают важность самого проекта. Но мы имеем возможность доносить эту информацию друг до друга. И это честно, это правильно. Да, конечно, некоторые скажут: ну пусть вот там президенты дадут приказ, и нас сразу за ваше созидательное общество расскажут по всему миру, и все будут знать, и люди пусть выбирают. Пойдемте к политикам, да? Пусть Да, пойдемте к политикам. Политики, дело в том, что много прекрасных людей среди них, действительно думающих, настоящих людей, которые переживают не только за свою страну, но и за мир. Но они находятся в той ситуации, что они даже хотели бы, но не могут. Почему? Потому что ну, нельзя им открывать рот в отношении созидательного общества. Хотя многие поддерживают, многие понимают, ведь они ж не дебилы, раз они стали политиками. Да, такая игра, такие правила. Они рабы, так же как и мы, вот этого потребительского формата. И они должны играть в ту игру, которую им навязали. Также и большой, ну я имею в виду крупный, по-настоящему бизнес. Они тоже рабы этой игры. Шаг в сторону, и у них все меняется и все ломается. Понимаете? Да, есть те, кто специально стоит на пути созидательного общества, но их единицы. И то временно. Когда они поймут, что у нас прекрасная память, и мы помним всех, и каждый будет вознагражден, а те, кто стояли на пути, о них память будет в темных подвалах, скажем так. А те, кто строил созидательное общество, те будут под солнцем, достойные света.